Че, представишь ее тогда? Да. Давай. Это Багир Шаги, нам 3 года. Хирли Акуша внучка, Акбая дочка. По матери Кызылгаплан идет она. Внучка Кырли Акуша, правильно получается? Да, Акбая дочка. Кырли Акуш, сын она доктора Гарабаша, да, также Рамишевский Гарабаш, там кто как по-разному его знает. Да, Получается, поверху она на старого Йолбарса восходит. в 2012 году Хирли Акуш стал самой красивой собакой Туркменистана официально. Также он финалист в 2010 году, Да. с Бевсером дрался он. Да. 4 раунда продрались они, в оконцовке Бевсер победил там. 2010 год это был. Ну и ее отец Чуганлы Поля, чемпион. Акбай. А, понял какой, да, да. Суенча Акбай, по-моему, да? Угу. Так, какой еще ты информации обладаешь о ней? Рост, вес? Вес не знаю, рост сегодня с тобой мерили. Угу. 60, 8,69, да? 68-69, объем головы. У меня есть это видео, объем головы у нее 58, объем шеи 61. Объем головы от заднего бугра до Череп, да? да, черепа, обхват, объем черепа 23 было, и морда при этом 8 сантиметров. 8, да? Да, 1/3 у нее Мгм. идет Как от по книжке, да? Да, от основной головы. Уши расположены, как положено. Угу. Где заканчивается у нас стрелка, вот идет ухо. Ну, сука, стандартная. Мне там кто-то на видео писал, хотелось бы роста побольше. Я считаю, что у нее очень хороший, для ее комплекции тела у нее очень хороший рост. Это мое личное мнение, никому навязывать не буду. Не, ну порода начинается не с роста, не с веса, порода начинается с головы, поэтому это, конечно... Да. Ну, по голове. Чабану какая разница, она 69 или 73, если она свои задачи выполняет, это Задачи чабанская собака, выполняет, поэтому все объяснения идут именно к чабанским собакам. Мне с ней не страшно пойти в горы, я знаю, что Пример она- даже можно сказать, да. я Поднимется, с ней выдержит, спустится с тобой, выйдет. правильно? И не только это, она и защитит, потому Мгм. что она очень боевая, она это не раз доказывала. В принципе, с любой собакой она себя ведет очень достойно. И по дому охраняет хорошо, да? Хорошо охраняет. Ну, суки, они вообще, в принципе, от кобеля не хорошо охраняют. Так же, как женщина, вот ты свой очаг охраняешь же, наверное, правильно? Ну, как желательно, кобель чтобы чё? мой очаг охранял мужчина, в этом смысле. Давай не будем путать. Если в Атаре охраняет сука, то мой очаг пусть охраняет мужчины, да? Желательно. Не, мужчина обычно что делает? Он как бы... Спит, жрет и телевизор. Ну вот, я тебе и говорю, да. Так, еще какая информация о ней есть? Ты вопросы задавай, я тебе буду отвечать. Какие вопросы? У тебя есть вопросы, Хемра? У матросов нет вопросов? Да. Насчет костистости, что ты скажешь, как она? Но она не беднокостная, это точно, у нее даже Нет, хвост, она не у нее хвост беднокостная. очень хороший, да, такой У неё толстый. при росте 70, Да. 17 сантиметров обхват 5. Пясти, да? Да, это вот где-то выходит. Мгм. Даже она больше, чем если разделить, то она 23 выходит. Кто знает, индекс костистости 23 это очень много для алабая. То есть у нее очень хорошо развита костная система. Грудная клетка и все остальное очень хорошо развито. Ну и покров у нее тоже хорошая, шкура, а? Шерсть, да, Да. шерсть Не, хорошая. типичная для туркменского алабая шерсть. Она не длинношерстная. А по матери она, ты говоришь, Газелгаплан, это... Это старый Газелгаплан. Я понял, а через кого, как, что, не Я знаешь? не знаю, потому что хозяин суки умер, и сука умерла, и после в Ага. 22 году хозяин умер, и я там та информация просто, которая до меня дошла, Мгм. там по кому она идет и откуда я. Ну а какие вот самые важные, например, 3 качества у тебя в алабае? Не то, что в собаке, а именно в алабае как в У меня породе. одно единственное качество. Мгм. Это ее дух. Всё, у меня сердце. Алабай начинается не с головы, алабай начинается с сердца. Если насколько бы красивая голова не была, если у собаки Нет, нет сердца, нет, подожди, нет. Мы сейчас
если мы берем экстерьер, конечно, да, но экстерьер, собака должна быть экстерьер. Если он не породный, скажем, там какой-то, я не знаю, висячий, сырой, и при этом он дерется, ну... Не дерется, смотри, ты неправильно, ты неправильно. Ага. Что такое вообще, почему говорят, пастухи начинается с сердца собака? Это не только от того, что он где-то с собаками на поле вышел и дерется. Я понял. Но изначально это Я сердце, тебе оно должно быть в породе же, правильно Порой, же? ну, Ну и естественно, все, сейчас тогда это нет. просто, Я как тебе тебе сказать, говорю, одному другому мою не как- перечит это, понимаешь? Естественно, но я тебе говорю, что для меня алабай начинается с сердца. Естественно, я сейчас бы брылястого алабая вывела Да. бы тебе и сказала, алабай начинается с сердца. Это уже другой Да, вопрос. да, ну понимаешь? конечно, я с То тобой есть я согласен вывожу полностью. экстерьерную породную суку тебе и говорю, Да. что для меня самое одно единственное, самое главное качество это у собаки дух. А что ты, как Подразумеваю Да, под словом характер. характер. Мгм. Ну, какое качество характер? Например, собака, скажем, как людоед, это тоже характер, что тебе нравится, например. Не. Смотри, что я подразумеваю Там- под духом собаки. Это собака, с которой мне не страшно выйти на охрану Надежный. территории. Мне Да. не страшно ее оставить на охрану территории. Мне не страшно ее оставить охрану отары. Это в первую очередь. Для меня это очень важно. Что если моя собака работает в каком-то месте, рабочее качество собаки, оно начинается с его духа, стабильной психики и сердца. Если нету стабильной психики и духа, ни одна собака у тебя ни на охрану территории не будет работать, ни в атаре. Ты говоришь, характер нестабильный, а что должна собака, скажем, выдать, чтобы ты сказала, вот у этой собаки нестабильная психика, к примеру? Как он себя должен вести? Смотри, Что, это, какие? В первую очередь, это трусость. В первую очередь. В любой ситуации собака должна, смотри, разгоняется нервная система от 10, будем так, от 0 до 10, да? То есть я первый раз вывожу собаку со двора 3-месячного, 4-месячного щенка, он не видел еще улицы. Я его вывожу и смотрю, насколько у него стабильная психика. Если он за 10 секунд или меньше адаптировался, для меня уже у щенка стабильная Теперь психика. хорошо, давай чтобы не упускать этот момент, ты тогда согласна с тем, что дерется не только сила, на том же поле, там, обычном или с волком, но дерется и нервная система? Согласна ты? Первая Хорошо. нервная Теперь система. очень многие пользуются всякими там допингами и так далее. Это же во вред только идет собаке. Ну, То есть естественно. даже если у собаки хорошая психика, нервная система, она расшатывает этот медикамент. Ну, смотря кто, если пользуются психотропными... Ну, любой адреналин, это он бьет в мозг же, наверное, ну, правильно? понятно. Не только адреналинами же пользуются, психотропными средствами у нас А. многие пользуются, анаболиками, все. У каждого препарата есть. Но это же тоже в действие и рекламный ход, это же побочное. только во вред идет. Ну, идет во вред, но это уже каждый смотрит по своей собаке, от каждого хозяина зависит. Я же не могу сказать, не пользуйтесь. Ну это само собой, но дерется психика, правильно? Ну, естественно. И если вы дали, допустим, с неуравновешенной психикой собаке психотропное для поддержания, то есть он продержится один бой максимум 10, 15, 20 минут, ладно. Нет, 20 минут даже вряд ли. Ну, я тебе говорю, нет, есть препараты, которые держат 20 минут. Ну, а завтра ты его приведешь к чубанам, приведешь на улице, где-то он сцепится с собакой, он подожмет хвост и убежит. То есть здесь Это уже- самообман, согласись? Конечно. И, опять-таки, Это если ты ради- протаскиваешь свою собаку на медикаментов, то потомство, хочешь не хочешь, ты потомство получишь, да, как бы скажем, бракованное. От нестабильной психики Вот. ты можешь получить стабильное потомство. Вот, я и об этом и говорю. Поэтому есть такое, у нас есть такое слово, как выбраковка. Мы выбраковываем щенков. То есть этот щенок будет И этого стыдиться не надо, как некоторые. Это, конечно, селекция, правильно? Селекция, естественно. Если у тебя 50% твоего помета со стабильной психикой, это уже большая удача. 50%. Если свыше 50, Мгм. ближе к 80, это прям супер. Потому что 90-100% всех щенков не бывает рабочими. Ребят, никогда, ни в одной селекции, никто бы не сказал, выставочными бывают. По экстерьеру бывает 90%. По психике никогда вы не вытащите 100% всех психических устойчивых щенков. Никогда такого не бывает. Все равно какой-то да будет с неуравновешенной психикой. У кого-то будет быстрее реакция, у кого-то медленнее. Поэтому... Шаг. Чё ты? Да? Что шаги говоришь, любовь означает с арабского, да? Нет, шаги означает сладкое. А, сладкая. Оно сладкое. Сахарок. Глюкоза, да? Зефирка оно. Зефирка? Она как Ма. зефирка у нас, да? В принципе, вы задали уже все самые главные вопросы. Да, что ты, мы уже 100 лет с Поэтому- тобой на ты, сейчас ты вдруг Да. на вы. Ну, а вдруг там
Ну а вдруг там... Для камеры, да, короче, Да, так да, получается? Да, чтоб там меня потом не нашли завтра, не этот. Куда Гриша по ночам ездит. Вот пигмент тоже у нее хороший. Многие собаки тоже, да, как бы нос, да, черный у нее. Да, черная водка, Губа. полная, да. И у детей, между прочим, это очень передается. У детей Ну, сука, она развит- вообще сама и по себе большинство себя и передает, чем кобель даже может быть. Ну, кобель тоже немаловажный. Да, ну, само Сука, собой. это отдельный Само разговор, собой. это отдельная тема для разговора, а все равно по Как, фенотипу, как бы сказать, генотипу мелочей кобель- нету в этом деле, правильно? Да, то есть... Шаги. Сейчас иди ко мне, Слава, сейчас детки пойдем. Сейчас. У нас детки, она нервничает уже, все к деткам хочет. Стой. Ну все, ладно, удачи вам, как говорится, Спасибо большое. в этой жизни, в следующей жизни. Ну вот на следующий помет приедете, будете уже со щенками снимать. Так, у тебя планы под Бергуда ставить ее, да? Потому что многие Ну, дай зрители бог. знают эту собаку, Яверс Да, Бергуд. да, Если да. получится, Если этот план ты дай бог, рассматриваешь да, на я данный момент. рассматриваю. Потому что разные ситуации Ну да, бывают, всякое да, может быть, всякое конечно. может быть, но один из фаворитов на данный момент мой, это Бургут. Именно под нее, потому что по фенотипу они похожи очень. Тоже чисто белый кобель, там сколько он, 76 или 74, 75 вес где-то его. Ну да, Ма, где-то- шаги. где-то В так. холке где-то 83 он, 84 может быть даже. Ну очень с хорошей костистостью, Да. хорошей головой. Головы у них похожи. Позавчера он подрался, победил тоже. Не, молодец, достойно себя ведет на поле, достойный соперник. И однопометница у него тоже хорошая. Очень хорошая однопометница, очень хороших щенков дает, и он хороших детей дает. И по экстерьеру, и по Мгм. характеру мне очень нравится. Поэтому... Так ты тоже сама там, как его, собак травишь? Нет, там бывает, выходишь на Я поле, не травлю собак, я провожу тестовые испытания. тестовые испытания, да. Так что у меня нет... Не бои, да? Нет, я не занимаюсь боями. Бои это когда вы ведете свою собаку до конца. У меня Мгм. проверка... Без нюха- определенных нюха. правил, да? Бои. Ну нет, у нас как называются бои, да, я называю тестовыми испытаниями. Почему? Потому что если мне не нравится, как дерется моя собака, я ее снимаю. Если я не вижу в собаке потенциала, что он уже пойдет до конца, просто я ее сама снимаю, у меня нету такого, давайте добейте, до конца идти. Хорошо, если у тебя собака, например, хорошего экстерьера, но со слабой психикой, там во время боя, там тут осечки, махи дает, ты будешь ее разводить? Ну смотри, здесь палка о двух концах. Да. Смотри, вывести на поле собаку, если собака с Тебе мой фонарик не мешает от Да, телефона? очень мешает. Бьет, Я да, в глаза, поэтому, да? Ну я не ничего. могу смотреть. Сделай вид, да, что его нету. Да, Мгм. если собака с нестабильной психикой, Да. я не буду ее выводить на поле. Но если она показывает плохие результаты, Да. я задумаюсь, почему. Потому что есть разные факторы. Собака не социализированная, собака не привыкла к большому количеству людей и других собак, собака не любит машину. То есть здесь разные эти есть. Тем более, когда мы выводим на поле, мы должны учитывать, мы не можем у нее спросить, у тебя болит живот или болит голова или еще что-то. То есть я ее проверю 3-4 раза, если мне уже после этого не понравятся результаты, Да. тогда нет, я в разведение не беру В собак, общем, которые- ты даешь шанс, второй, До третий, 3 да, лет- шанс? До 3 лет Мгм. Алабаю все прощается. До 3 лет. Формируется психика, полностью заканчивается формирование психики у Алабая в 3 года. То есть после 3 лет уже можно разговаривать. В общем, разведение нужно знать как минимум дедушек, бабушек, если не Обязательно. прабабушек, Обязательно. чтобы плясать уже и смотреть, какие у кого качества, Обязательно. чтобы хорошее закрепить, плохое отсеять, слабые качества Да, собаки. да. Желательно, когда перед тем, как поставить суку, желательно Изучить, да? изучить линию из суки и кобеля, какие были, может быть, врожденные какие-то дефекты, может По характеру. по характеру, по экстерьеру, неважно, Да. болезни, от чего умер. Я всегда спрашиваю, от чего умер дед, как получилось. Все фотографии беру, изучаю, только после этого я ставлю. И либо беру в разведение какую ту или иную суку. Понял. А этот, а какая линия вообще вот предпочтительная у тебя вообще вот сейчас вот Ну, на смотри, данный Гриш, момент я известна? на данный момент я стала заниматься. Мне очень... Я не знаю сейчас, как по характеру и бойцовым качествам выйдут щенки, потому что я сейчас ничего не могу сказать, щенкам Мгм. 7 месяцев. Пока на данный момент по психике чуть-чуть есть у меня вопросы. Какой линии?
по Аламановской линии. У меня есть вопросы. Мгм. По Чёрный Экимен, да? По экстерьеру у меня вопросов нету. По Аламану, Мгм. по экстерьеров никаких вопросов у меня нет. Немножко по тому, что он Ты думаешь, даёт. это от него идет или не от сук, или там еще от кого-то? Ну, ты знаешь, там опять Ты, же, например, хорошо, ты говоришь по психике, а в Аламане было такое, например, у само? Аламана детей было такое. А у него самого? У него самого, ну, то, что он отходил, вот это вот его отхождение, немножко мне, конечно... Ну, экстерьер шикарный, я вот по экстерьеру вообще вопросов нет. Но Мгм. хочу посмотреть, потому что я прилила сейчас 2 горячие крови в него. Да. Ну, посмотрим, то есть на результат посмотрим. Сказать, что я какое-то сейчас предпочтение, вот она тоже у меня экспериментальная. Мгм. То есть я только начинаю, поэтому я экспериментирую. Сейчас посмотрим, насколько мои суждения, знания, рассуждения будут Мгм. правдивыми. То есть я, если с Бургутом ее повяжу, как я хочу, то есть уже там будем плясать. Так, Бергут, я напомню, идет у нас Лебаб Шерхана, крови сидят поверху у него, мать сторона у него, 3-кратный акуш, на акуша восход через Фариды Алгыра. Да? Но Лебаб Шерхан, говорит, вообще до 3 лет может даже с поля убегать, а потом он так дерется, что мама не горюй. У меня есть Просто, ну- Шерхан еще одна сука, я не знаю, ты ли видел, Пальмира. Очень породная девочка, Мгм. ей сейчас 4,5 месяца, очень породная, мне очень нравится. И вот она по Лебаб Шерхану идет. У тебя что там, это пульс на руке? А ну-ка. С собакой. А, это собака даже. Ух ты идейный человек получаешься, да? Вот за таких Немножко. людей надо держаться, Немножко. знаешь, по жизни. Немножко. А? Идейный, да. Идейный, да, немножко. Урка, да? Так что посмотрим, поэтому какой-то линии предпочтения на данный момент я ничего не могу по этому поводу сказать. Через годик приедешь, посмотрим. Ну да, век живи, век учись, работай, Естественно. короче, это да, это... Это работа. Ну, опять-таки, работа, смотря у кого какие цели, например, в этом, да. Кто-то взял собаку, не подрался, он его отдал, передал, перепродал. Ну, да. Кто как относится к этому делу, конечно. А кто-то посидит, подумает, работу Ну, над ошибками Акуш тоже не проведет. дрался. То есть, смотри, Акуш тоже не дрался. Почему? Который акош? 3-кратный? Да, 3-кратный чемпион. Ну, как говорят, у других хозяев он не дрался, да. Не Да, говорят, не так оно и есть. Этот на пятого владельца он поменял, и только тогда как бы задрался, получается. Ну, вот, там тоже. Поэтому здесь палка от двух Все они, концов. короче, специфические, у всех у них свои Свои характеры. да. свои. У меня, помнишь, на поле Тарзан дрался? Сразу при другом хозяине так не дрался, как мне многие писали, звонили после этого и сказали: Изабелл, мы видели его бои, он ни разу не дрался. Вот как в этот раз он дрался, Да. он ни разу не дрался. То есть здесь от отношения тоже зависит. Да и от соперника. В общем, короче, очень, Ну, очень много всего, да, да. вытекающих всяких. Ну, Всё, может, ты давай хочешь, дальше, да, да. может, ты На хочешь этом что-то, мы, наверное, может, что ты закончим. хочешь передать зрителям, все-таки тебя будут смотреть миллионы, а то не миллиарды. Надеюсь, миллиарды. Да. Может, ты что-то хочешь передать людям, которые кто-то хочет заниматься, кто-то только начал заниматься этим делом. С чего бы, Ну, им наверное, начать? Я бы с чего начать? Да. С чего? С породы? С изучения, В первую очередь. В первую очередь с изучения породы. Мгм. Изучение экстерьера, изучение характера этой породы. Ну, не кто-то, как сейчас если- модно, да, с веса роста начинают брать, Нет, покупать нет, собаку. Ни в коем случае, Глупо. Ни в коем случае, потому что это все-таки серьезная порода. Давайте начнем с этого, что это не игрушка, Да. это не шпиц и не Йорк. То есть вы берете не бордер колли домой, которая будет как мягкая игрушка у вас по дому бегать. Вы берете серьезную охранную собаку. Поэтому в первую очередь, пожалуйста, кто захочет завести, собака заводится в первую очередь с заводчиков. Ездите грамотным, хорошим заводчиком. Выбирайте щенков там. Не, ну сейчас каждый второй говорит, что я грамотный, хороший заводчик. Но для этого и нужна литература. Для Ну не этого знаю, и я бы нужна- начинал бы есть, я бы, честно сказать, дал бы совет Чабанов, например. Ну, Гриш. Особенно если взять эту, я не знаю, Россию. Если вы... Нет, ну, Россию, откуда, где там чубаны? У тебя в основном сидит российский зритель. Можно На- поехать в наши- Грузию, в горы, в Таджикистан, в горы, в Узбекистан, Ну, не у каждого есть возможность. чем платить поэтому- какие-то нереальные деньги. Нет, А сейчас и цена до 150 Если тысяч ты- доходит, я слышал. Чего, рублей? Да, за Ну, щенка. и больше, есть и больше. Есть и больше, но я говорю, первое, с чего надо начинать, мне кажется... Изучение породы, да? изучение Какие они были породы. 20-30 лет назад. Тот, кто сохранил породу действительно, а не тот, кто
я не знаю, вывел его и кичится, что я Если- сделал, я если- создал. Если хотите заниматься чистыми алабаями, это уже другой вопрос, понимаешь? Конечно, Если- чистыми. если чистокол- Ну, по крайней мере, чистокровную мы породу. такое повествование ведем, чтобы люди, конечно, старались держать, понимать чистых. Есть же многие, кто просто по незнанию держит и считая, вот, что у него порезаны уши, что это алабай, там Алабай, чистый, да, поэтому. да, да. И, Ну, алабай в принципе, не и я их начинает. не жалею, они сами хотели бы, они бы все узнали бы, Поэтому я тем говорю, более в что наше время. Исмаила Набулкунова обязательно почитайте. «Мама Алабаев» это прекрасное произведение. Там тоже рассказывается о чистых собаках. Поэтому есть литература, читайте, изучайте. Только после этого, пожалуйста, потому что много оказывается на улице и в России, и у нас. Поэтому читайте, изучайте, только после этого ответственно подходите к выбору той или иной собаки. И учитесь как бы на чужих ошибках. Естественно. На чьих, на моих не надо. Нет. У меня не было еще Нет. ошибок. Нет, И такой замолчал, самое интересное, самое классное. Нет. Учитесь на чужих ошибках. старых фильмов, знаешь, есть с собаками. Вот надо вот этот фенотип именно старотипный держать собак. Стереотип, ну, щас Надо сохранять, а не самим там что-то создавать, выводить и умничать. Нужно сохранять. сохранять.